С экстремистом Денисом Литвиновым встречаемся на нейтральной территории, в столовой. За его плечами приговор по экстремистской 282 статье Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Наказание – 110 тысяч штрафа. Сейчас он его выплачивает в рассрочку. Попал я из-за видео о приморских партизанах. То есть я его выложил в группе ВКонтакте, не знаю о том, что оно является экстремистским. Организация, да? Или вот этот именно видеоролик? Именно этот видеоролик, я не знал, что он экстремистский. Просто были такие ребята, приморские партизаны, мы слышали о них? Они, да, вот на Дальнем Востоке, у них там крышу сорвало, они пошли, начали всех там ментов гасить. Я как бы сам жил 6 лет на Дальнем Востоке, я знаю, что там происходит, как там происходит. Видео о приморских партизанах Денис скачал с Ютуба, где оно находилось в свободном доступе. В том же свободном доступе Денис лайкнул 2 картинки с экстремистским содержанием. Их нашли в его сотовом телефоне, который изъяли во время обыска по первому уголовному делу. Теперь его судят еще раз. Денис сразу признал свою вину, и суд прошел быстро. Законодатель не случайно преступления, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором сегодня обвиняется подсудимый Литвинов, отнес к главе 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Звучит страшно, но учитывая все обстоятельства, суд приговаривает Дениса к исправительным работам по месту основной работы. В данном случае он в течение полугода будет выплачивать государству 10% своего заработка. Максимально ему грозило до 2 лет лишения свободы. Сев за интернет, это нужно как? Перед собой ложить список, что можно смотреть, что нельзя, что можно слушать, что нельзя. Руслану Комиссарову 20 лет. С нами он встречается вместе с тетей. Мама сейчас на работе. Руслан тоже в списках террористов и экстремистов. И Денис, и Руслан говорят, что внесли их в этот список еще до вынесения приговора. То есть сразу после заведения уголовного дела. Руслан перепостил на своей страничке ВКонтакте 2 песни. Одна из них – группы «Коррозия металла». Я поначалу тоже не понимал. И потом, когда уже мне включили начало одной из этих песен, вот, типа ты там в курсе, то, что они запрещенные, там считаются экстремистские, там то-то, то-то. Но я им говорю, я тут, причем я их в контакт не заливал, как бы. Вот. На них там потом началось. А ты что сделал с ними, с этими песнями? Просто добавил себе. Потом у них началось, там, чтобы я дал показания там, на каких-то людей, вот, которых я даже не знаю. Так вот. И ты дал показания на этих людей? Нет, ну а как, если я их даже не знаю? Суд над Русланом длится уже несколько месяцев. Он собирался в осенний призыв в армию, но его сняли практически с поезда. Экстремист не может служить родине. Потом заблокировали зарплатную карточку. Экстремист не может свободно распоряжаться своими деньгами. И это только часть последствий нахождения в списке террористов и экстремистов. Хотя маму успокаивали, что для Руслана это будет не более чем профилактика. Шарф Томи забрали. Потом там подтяжки у него забрали. Говорит, это немецкий флаг. Я их сама лично покупала. Говорю, я почему-то даже не придала значения этим подтяжкам, что они могут именно обозначать немецкую символику. Подождите, флаг государства Германии? Подтяжки красные, желтые, черные. Вот. Ну а что тут такого? Сказали германские. Мама Руслана до сих пор не верит в происходящее. Для нее экстремист кто-то очень страшный. А у них семья многонациональная, ко всем нациям относится хорошо. Иногда Руслан участвовал в акциях группы сопротивления, это группа ВКонтакте. Но опять же ничего опасного в этом мама Руслана не видит. Так, здоровый образ жизни. Тогда по лету, помню, у нас везде плакаты, что срочно нужна была кровь. Там девочки там пошли, они у меня спрашивали, а он сдавал кровь. Я говорю, что тут такого? А что здесь такого, если он сдал кровь? Вот эти русские пробежки, вы их видели? Да, видел. На 9 мая они бежали, кричали. Мой дед не за то воевал, чтобы ты сейчас бухал. Это разве плохо? Сегодняшнее судебное заседание 9-е по счету и опять короткое. Руслану дали последнее слово. Оглашение приговора отложили еще на 1 день. Буду внимательно смотреть в социальных сетях, что добавлять, что не добавлять себе на странице. Вот. Подобные, как композиции группы, больше не буду добавлять. Приговорили Руслана к 120 часам исправительных работ. Мы попытались найти информацию, а был ли осужден за свои песни сам лидер группы «Коррозия металла». Пишут, что его пытались привлечь к уголовной ответственности, но приговор так и не был вынесен. Экстремистской была признана одна из песен группы, но не та, за которую осудили Руслана. «Коррозия» группа металлов, этот паук, который, он почему-то у нас баллотировался в мэры города Новосибирска.
И вполне официально это все было. И ему ничего. Он везде ездит, по всей стране с гастролями, он поет эти же песни. Все. А почему вот это вот происходит с нашими детьми? Это я могу сегодня проснуться и туда залезть и увидеть себя там в этом списке. Теоретическая возможность попасть в список террористов-экстремистов есть, похоже, у каждого. Предположим, твою страницу в той же сети ВКонтакте взломали и что-то нехорошее написали. Говорят, невозможно в этом случае доказать, что это сделал не ты.